Всего в конкурсе принимают участие 47 молодежных активистов. На выступление каждому отводится 5 минут. За это время они должны рассказать о себе, о проекте и ответить на вопросы экспертов. Это уже второй день регионального грантового конкурса молодежных инициатив. С каждым годом участники из Ингушетии расширяют свои возможности, а выбранные темы для продвижения становятся все интереснее и важнее для нашей республики. Всего на конкурсе представлено 9 номинаций. К большому сожалению, наше подрастающее поколение забывает свои корни, свою историю. И путем вот этого проекта мы хотим дать понять, что это важно и что нельзя это забывать. Около 500 тысяч рублей. Именно столько нужно участнице конкурса Азе Ташхоевой, чтобы воплотить в реальность проект «Национальное наследие». Он рассчитан на все слои населения. Он включает в себя 10 полнометражных документальных серий, каждая из которых посвящена определенной теме. Это кто такие ингуши, национальный костюм, национальные блюда, язык и туризм по нашему краю. На самом деле я очень давно хотела создать такой проект, потому что, как мы видим, наше молодое поколение забывает свою историю, свои традиции. И я хочу посредством этого проекта дать понять людям, что это очень важно и что мы не должны забывать наши корни. Грантовый конкурс инициативной молодежи проводится ежегодно. Оценивают ребят федеральные и региональные эксперты по 10 критериям и 10 баллам. Ранее с участниками провели индивидуальные и коллективные консультации. Бываю очень часто и в Ингушетии, и в других республиках Кавказа. Хочу отметить ребят из Ингушетии, которые действительно качественно в этом году и очень досконально изучили и заявки. Мы очень боялись, поменялась система АИС «Молодежь России», поменялась система загрузки. Мы очень боялись, что ребята испытают какие-то определенные трудности, но нет. Вот показала практика, что все нормально, все достойно, все хорошо, все понимают, на лету схватывают. Есть достаточно большое количество проектов, которые из года в год набирают обороты, реализуются. Для меня удивительно и, наверное, положительно. Я 5 лет уже наблюдаю, как в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане относятся к спорту, к дворовому спорту. Мне очень импонирует то, что в Ингушетии появляются каждый год воркаут-площадки. Их становится все больше и больше, и ребята действительно это ценят. В принципе, любую идею социально полезную можно выстроить так, чтобы она попадала в одну из номинаций. Самая главная суть проекта в том, что он должен быть, во-первых, социально полезным, то есть это безусловная польза для общества, это не коммерческий проект. Второе, это должна быть актуальная проблема, потому что что-то может быть актуально для Ингушетии, не актуально для другого региона и наоборот, то есть это обязательно должно быть применимо к нашим реалиям. И третье, человек должен, безусловно, сам верить в этот проект. Он должен быть убежден в том, что он заслуживает этот проект того, чтобы его поддержали, потому что может возникнуть такая ситуация, что у человека грамотно расписанная заявка. Он, в принципе, все хорошо расписал на бумаге, но он не может донести эту мысль, он не может отстоять то, что этот проект он заслуживает поддержки. Пока одни участники представляют свои проекты экспертам, другие репетируют в холле. Принимают участие в конкурсе наши земляки, которые проживают за пределами региона. Шамиль Цычоев и Шамиль Зейтов из Москвы. Ребята уверены, что именно их проекты найдут понимание. Мы снимаем фильмы с коллегой. Он руководитель студии Бархановой Продакшн. И параллельно я сейчас написал проект вместе с командой, чтобы провести по СКФО, обучающую, составляющую, и ребята, которые уже имеют опыт в киносфере, чтобы они могли подать свои проекты, чтобы мы провели конкурс. Сегодня я представляю свой проект под названием «Street Workout без ограничений». Мой проект направлен на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в социально активную, спортивную жизнь региона, для создать для них условия для самореализации, для досуга. В нашем регионе на сегодня нет такой площадки, аналога такой площадки. Это площадка именно для инвалидов-колясочников, чтобы они могли саморазвиваться, чтобы у них был досуг, то есть в любое время свободное прийти и позаниматься. Для них специализированная площадка. Уже завтра у экспертов на руках будут списки участников, которые заслужили грантовую поддержку и финансирование. Есть общий бюджет и неограниченное количество победителей. Лена Цычоева, Магомед Шаухалов. Новости 24.